На самом деле такая миссия своеобразная, потому что, будучи представителем другой страны, я приехал из Иерусалима, я просто не позволю себе вторгаться в какие-то, в общем-то, внутрироссийские проблемы, с одной стороны, но с другой стороны, то, что происходило в Советском Союзе, и Великая Отечественная война – это не просто история моей семьи, моего народа, это наша общая история. И помню, еще в старом добром новом мире я когда-то прочитал слова Юрия Могилевцева. «Помнить об ушедших поколениях – это значит Родину любить». Это было в 50-е годы еще написано. И уже потом, намного позже, все мы прекрасно знаем, далеко не у всех была возможность, в общем-то, читать замечательную Библию позже, но еще в Советском Союзе я все-таки прочитал, и все присутствующие здесь бесспорно знакомы с ней. И есть Ветхий Завет, есть глава «Исход», в которой совершенно четко, удивительно сформулирована необходимость сохранения исторической памяти. «И расскажи сыну твоему, и расскажи сыну сына твоего, и пусть он расскажет сыну». Вот она, неразрывная цепочка исторической памяти, которая сохраняет историю народа, историю государства. Это чрезвычайно важно, это самое главное, вот этот смысл исторической памяти. И совершенно замечательно, я очень рад был услышать слова Юрия Павловича. И ассоциативно у меня возникло продолжение, вот роль литературы. Мы настолько тесно связаны на самом деле, нас куда больше сближает не только наши народы, но и наше государство и Россию, чем кажется на первый взгляд. И вот я приведу пример, который, я думаю, неизвестен. В 1946 году на иврит была переведена книга Александра Бека «Волоколамское шоссе». Создается новое государство, молодое израильское государство. Эта книга вручается каждому офицеру израильской армии вместе с оружием. Это было не только учебное пособие, но и, как говорили, руководство к действию. И генерал, будущий начальник генштаба израильской армии Моте Гур в своих воспоминаниях описывает одну историю, в которой он обращается со словами к своим бойцам, будучи еще командиром роты, обращается к своим бойцам со словами комбата Мамы Шулы, героя Советского Союза, впоследствии совершенно замечательного человека, обращается к своим солдатам, которые бежали, струсили, он строит их на плацу и читает главу из этой книги и заканчивает словами: «Ты думаешь, ты оставил боевые позиции? Нет, ты сдал Москву». Он говорит: на этом я прекратил читать, отдал честь, повернулся и ушел. И я был уверен, что солдаты мои меня поняли. Вот опять урок истории, другая армия, другая война, но которая является примером мужества, героизма, на чем воспитывалась тогда молодая израильская армия.